Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на март 2020 года для стрельцов. Посмотрим основные события на колоде Таро. На колодах Ленорман посмотрим отношения, работу, финансы и совет. Основные события для стрельцов. Поделим месяц на 3 части и посмотрим, что будет в каждой части, в каждых из 10 дней. Первая декада для стрельцов, карта умеренность. Это как раз тот аркан, который соответствует стрельцам. То есть будет все очень удачно и успешно. Вторая декада, старший аркан шут. И третья декада башня. Посмотрим подробнее. Карта говорит о том, что для стрельцов будет возможность выйти за свои пределы. Вот то самое любимое состояние у стрельцов, когда они достигают своих целей, когда они открывают что-то новое, путешествуют, когда они могут почувствовать какие-то изменения в себе, допустим, что-то новое в себе открыть. Может быть, меняется убеждение какое-то очень важное для вашей жизни. Может быть, меняется общение с людьми. Может быть, новую культуру узнаете. Или, может быть, кто-то будет учить новый язык. В общем, эта часть месяца очень успешная для стрельцов. Карта говорит о том, что если у вас есть какие-то вопросы юридического характера, то все будет решаться очень удачно. Если есть у кого-то суды, тоже вот в это время все будет обязательно в вашу пользу, если вы правы, если вы действительно имеете право на то, чтобы суд был в вашу пользу, обязательно так и будет. А также карта говорит о том, что может быть, знаете, такое вот какая-то перемена в духовной жизни вашей. Может быть, это влияние нового человека или влияние обстоятельств, судьбы и так далее. Может быть, даже просто люди появятся из других культур, может быть, люди другой веры, религии, каким-то образом могут затронуть ваши чувства, мысли и так далее. Вот здесь вот может быть такого рода влияние. Также карта говорит о том, что может быть поддержка влиятельных людей, может быть, знаете, вот какая-то совместимость очень хорошая у вас с важными для вас людьми. Вообще карта связанная с законом. Все, что происходит как бы правильно, все, что происходит по закону, все, что происходит умеренно, когда мы не злоупотребляем ничем, это вот все будет на благо в этой части месяца. Также карта говорит еще о возвращении каких-то ситуаций, которые уже были раньше. Допустим, вы уже раньше это прожили, и вот сейчас, вы знаете, как по витку судьбы, это может возвращаться. Может быть, какие-то перемены очень неожиданные даже, но в любом случае к лучшему. Поездки, конечно же, здесь по этой карте очень часто идут. Вторая часть месяца, вторая декада отмечена шутом у нас. Карта говорит о том, что вы будете действительно как бы вдохновлены, у вас будет желание радоваться жизни, шутить, так как у нас шут. Карта говорит о том, что будет такое желание открывать что-то новое в себе, путешествовать, желание как-то освободиться от каких-то забот тяжелых и пожить просто легко, свободно. Это может быть отпуск, это может быть возможность просто переменить взгляд. Вот если здесь, допустим, у вас уже это произошло, либо встреча с человеком повлияла, либо что-то в вашей жизни такое происходит со сменой вашего мировоззрения, вот вас это освобождает, вы чувствуете себя просто вот феерично, то есть вы человек, который радуется жизни, каждому ее мгновению. Эта карта, кстати, связана с появлением детей. Может быть, у кого-то в этот период из стрельцов может ребенок родиться. Также карта говорит об удаче, когда вот нас сама жизнь ведет. Мы можем просто вот ориентируясь на свои внутренние чувства действовать. И всегда будем правы, потому что здесь вот у нас такие вот судьбоносные какие-то события происходят, и судьба нас бережет, она нас направляет, она нас практически вот толкает туда, куда нужно, и оберегает от того, что может нам навредить.
Кроме того, это карта хорошего уровня энергии, да, высокого очень уровня энергии, когда у нас есть возможность, может быть, даже накопить ее, да, может быть, вы, допустим, устали в предыдущий период, и вот здесь есть возможность просто прийти в себя. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то вопросы, связанные с общением, да, какие-то новые контакты, новые возможности, могут быть перелеты из страны в страну. В общем, здесь такая вот карта радости жизни, когда мы меняем что-то в своей судьбе, либо расстаемся с тем, что нам уже не нужно, начинаем что-то новое. В общем, мы в любом случае здесь счастливы, потому что мы чувствуем себя собой, нам не надо притворяться. Третья декада для стрельцов, карта башня, она у нас связана с 8-м домом перемен, трансформаций. Это всегда какие-то неожиданные события. Но, в принципе, мы к этому готовы. Да? У нас, по сути, весь месяц трансформации, только нас к этому ведет все очень медленно. Да? Карта говорит о том, что вот мы осознанно, скорее всего, будем освобождаться от того, что нам не нужно. То есть мы сначала подумаем, мы почувствуем себя, свободу, и потом уже решим избавиться от того, что нам как бы мешает двигаться вот дальше, мешает быть свободным, мешает осуществлять новое. Также это карта каких-то очень важных решений, принятых в жизни, да, когда мы меняем свою дорогу, меняем свой путь, сжигаем мосты, скажем так. Да. А также карта связана с долгами, кредитами, банками, то есть мы можем, допустим, расплатиться с кредитом, да, и уже больше мы не будем чувствовать вот этой связи постоянной, да, когда мы должны. Также карта связана вообще с законом. Все, что у нас здесь вот в первой карте у нас тоже есть тема закона, да, возможно, в конце месяца уже вы будете свободны от любых каких-то ограничений. Также карта говорит о том, что, возможно, какие-то взгляды на жизнь будут очень кардинально меняться, окончательно будет уходить одно мировоззрение, появляться другое. Кроме того, карта очень как бы сильная, влиятельная. Может быть, были какие-то раньше страхи, допустим, начать что-то новое в своей жизни, да, начать себя правильно проявлять, не бояться чужого мнения и так далее, да, и вот в конце месяца вы почувствуете, что вы можете быть собой, не оглядываться ни на кого. Также эта карта, знаете, расходов и доходов, но таких хороших, больших, да, когда у нас, допустим, деньги приходят нам на карточку, да, в общем, когда мы деньги в руках держать не можем, но они у нас, допустим, есть все равно. Также карта связана с какими-то договорами, наследства, допустим. Что еще может быть в этот период у стрельцов? Может быть, контроль какой-то особый нужен будет. Либо вас будут контролировать, либо вы будете кого-то контролировать. Также, кстати, может быть и освобождение от контроля. Может быть как раз то, что вам мешало всегда. Могут возникать какие-то опасные ситуации в этот момент. Нужно быть осторожным на дороге. Нужно быть осторожным во время деятельности, если вы занимаетесь какими-то опасными видами деятельности. Допустим, вы работаете в полиции, да, когда там с уголовниками работаете или еще что-то такое. Вот здесь вот тоже может такой момент проигрываться для тех, кто вот опасными видами деятельности занимается. Но и также вот эта карта, знаете, результата. То есть мы уже сделали какие-то поступки, получили результат от жизни. Может быть, это даже не в этом месяце, это могут быть результаты наших прошлых каких-то поступков, очень серьезных, очень значимых. И вот сейчас они дают результат. Давайте посмотрим, что ждет стрельцов в отношениях. Выпадает у нас карта. Мы здесь 3 карты достанем. Для тех, кто пока без пары, для тех, кто в паре и для тех, кто в ссоре. Посмотрим работу.
для тех, кто в поиске работы, для тех, кто работает, для тех, у кого свое дело, финансы и совет. Для тех, кто пока без пары, выпадает карта рыба. Это карта удачи. Карта, когда к нам приходит что-то для нас очень ценное, очень важное. И когда мы чувствуем себя замечательно при этом, да, то есть это, скорее всего, будет человек, который нам очень подходит. Рыбы – это всегда общество, да, это среда подходящая, то есть нужно выходить в люди, нужно обязательно коммуницировать, знакомиться. Если, допустим, какая-то возможность приходит для вас, для знакомства, нужно обязательно ей воспользоваться. Вообще вот эта карта удачи, большой удачи, да, и здесь вот такое вот расширение вашей жизни за пределы. И если это касается партнерства, понятно, что у вас здесь могут быть большие перемены. Для тех, кто в паре, выпадает карта перекресток, и она говорит о том, что, скорее всего, будет много дел в этом месяце, будет много принятых решений очень важных, которые на будущем скажутся, и, скорее всего, они будут касаться вот ваших отношений. Так как у нас здесь еще и карта урожая, здесь могут быть вопросы, связанные с детьми. Также можно сказать, что будет, какие-то могут быть новые возможности, но только от вас зависит, как вы ими воспользуетесь. То есть здесь вот именно наша воля, свободная воля, да, никто не может на вас повлиять, ваш партнер не может повлиять на ваше решение, если вы не захотите. Карта вот говорит о том, что будут какие-то тучи сгущаться, да, будут какие-то сложности, и необходимо будет принимать решение. И вот у вас есть воля свободная для того, чтобы вы именно сами приняли решение, не под давлением. То есть ситуация создана, а все зависит от вас. Но карта говорит о том, что нужно думать о будущем, о последствиях своих поступков. Прежде чем принять решение, нужно подумать, в будущем какой мы получим результат. И тогда уже только действовать. Ну и также эта карта, знаете, посредничества. Может быть, даже и вам придется обращаться за советом к какому-то человеку, который может вам в этом вопросе помочь, что-то подсказать, либо к специалисту по отношениям. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта лиса, и она говорит о том, что, скорее всего, вы будете заблуждаться насчет друг друга. Скорее всего, как-то друг друга неправильно поняли. Либо один партнер пытается обмануть другого, уверить его в том, что на самом деле не существует, да, как-то хитрит и притворяется. Но вообще вот карта лиса, она говорит о том, что единственная возможность для того, чтобы вы поняли друг друга, это говорить на чистоту, быть собой, ни в коем случае не хитрить, не обманывать. Вот как бы ни было сложно, да, вот у нас здесь вот рядом какие-то тучи, проблемы, сложности, вот нужно все это выговорить на чистоту. Ни в коем случае не зажимать ничего в себе и не думать за партнера, не принимать за него решения, не думать, как он отреагирует, да, нужно говорить все так, как есть. Если, допустим, что-то приукрашивать, обманывать, хитрить, то обязательно здесь лишь только ухудшение ситуации произойдет, и дальше вот как бы останется вот решение таким непринятым, да, либо неправильно принятым. Работа для стрельцов в марте. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта книга. На этой карте она закрытая, то есть что-то для вас скрыто пока что в этом месяце. В общем, здесь два варианта. Либо вы себя не показываете с ваших правильных, лучших сторон и скрываете какие-то свои способности, опыт, мало отправляете резюме, неправильно, может быть, пользуетесь вот рекламой о себе, да? Вот, это с одной стороны. И здесь вот у нас такие подсвечники, да, нужно как-то лучше себя показывать, демонстрировать. Причем вы должны себя показывать лицом. Может быть,
даже там фотографию нужно на резюме разместить, может быть, сходить нужно прямо вот именно в те организации, которым требуются люди, да, вот нужно туда ходить, а не просто слать резюме, то есть открыться нужно. Также карта может говорить и о том, что может пока закрытая быть для вас эта возможность в этом месяце. Если особенно вы хотите получить работу именно вот соответственно вашему опыту, то вот такое вполне может быть. Но если, допустим, вам необходимы деньги, допустим, просто хоть какая-то работа, то вы получите ее в этом месяце, просто на будущее будете подыскивать себе что-то более подходящее. Для тех, кто работает, выпадает карта крест. Она может говорить о том, что может быть очень сложная какая-то ситуация, либо в коллективе, либо, может быть, вам тяжело просто выполнять какую-то работу, она для вас действительно как крест, да. Эта карта, она очень часто связана с какими-то большими заботами, может быть, даже тревогами, какими-то, да, либо, может быть, здесь какая-то вина, может быть, допустим, вы что-то сделали неправильно, да, в предыдущий период, и вот сейчас может прийти, вот как бы, ну, как бы это может открыться, да, и для вас это будет вот такой вот неприятный такой момент, наказание какое-то, может быть, даже и финансами, да, могут наказать. Также карта говорит о том, что нужно сделать все для того, чтобы постараться исправить этот момент. Также вот эта карта может говорить еще о том, что вы неправильно как-то относитесь к работе, либо к людям, с которыми работаете, либо к начальству. Может быть, нужно поменять отношения для того, чтобы у вас здесь улучшились дела. Ну и также это у нас карта трансформации, то есть здесь может быть переход на работу, с одной работы на другую, да. Допустим, закрывается одно направление, на этой же самой работе открывается другое. То есть могут быть такие переходы разнообразные. Или, допустим, вы закрываете одну должность, вступаете в другую. В общем, здесь очень такие вот важные события могут происходить. Для тех, у кого свое дело, выпадает карта ключ, замечательные возможности открываются, да, по ключу. Скорее всего, то, куда вы давно стремились и никак не могли попасть, оно как раз становится доступным для вас в этом месяце. Также карта ключ очень как бы хорошо проигрывается по финансам, по деньгам, да. Скорее всего, новые источники дохода, новые связи, новые договоры, новые направления, новые услуги, товары и так далее. Обучение, да, если, допустим, не хватает опыта в управлении или в профессиональном плане, то вот есть возможность получить то, что необходимо с помощью обучения. Также карта говорит о том, что вопросы какие-то сложные, если стояли неразрешимы, разрешатся. Проблемы тоже решаются, уходят. Может быть, вот какое-то очень значительное событие в этом месяце. Скорее всего, вы знаете о нем, то есть вы ждете его, вы хотите, чтобы это событие произошло. Также может и неожиданная ситуация происходить по ключу, да. Вообще вот эта карта у нас связана с судьбой, с кармой. То есть, карма – это последствия. То, что мы делали раньше, мы получаем результат сейчас. И вот, допустим, если вы раньше бились с какими-то вопросами, у вас ничего не получалось, вот этот месяц как раз будет таким, когда вот вы достаточно уже энергии как бы собрали в этой точке, да, и оно уже эта тема сдвигается с места. Также карта говорит о том, что могут влиять на вашу жизнь и другие люди, обстоятельства, судьба. Ну и вообще решение трудной ситуации это обязательно произойдет. Давайте посмотрим финансы. В финансах выпадают крысы. Карта говорит о том, что либо будет очень много каких-то мелких источников дохода, либо могут быть много трат, то есть, допустим, сколько вы заработали, столько и потратили, либо можете тратить как-то необдуманно, либо могут приходить какие-то неожиданные заявки на траты, да, то есть, может быть, там с детьми, допустим, связано, с семьей что-то, и нужно будет покрывать вот эти необходимые траты обязательно, да, и вот поэтому расходы могут быть. А также карта говорит о том, что могут быть, знаете, какое-то неправильное поведение в деньгах. Вы можете, допустим, необдуманно поступить, да, куда-то финансы отправить и потом жалеть об этом.
А также карта может быть усталости, может быть для того, чтобы вам хорошо зарабатывать, вам нужно еще и отдыхать. Может быть, вы только работаете, суетитесь, энергию тратите, а у вас как бы уровень энергии, мы знаем, он всегда связан с нашим уровнем дохода. И вот если нам не хватает энергии, если мы не высыпаемся, если у нас постоянный расход и не восполняется в достаточной мере наша энергия, то могут и финансы страдать по этой причине. То есть у нас нет энергии, значит нет финансов. Нужен отдых, нужен отпуск, нужен сон хороший и так далее. Теперь совет для стрельцов на эту неделю. Совет – карта непростая. Карта совета – это как раз то, что меняет нашу ситуацию, нашу судьбу. Если мы, конечно же, к ней прислушиваемся. Когда у нас идут события по судьбе, то мы чаще всего даже не принимаем каких-то особых усилий, да, не предпринимаем, то есть не вкладываемся особо. Мы можем даже вообще ничего не делать, а события будут происходить. Вот. Но если это события хорошие, а если они, допустим, сложные, негативные, мы хотели бы что-то поменять, то вот тогда вот карта совета, она дает нам возможность понять, в каком направлении двигаться, да, что именно нужно менять для того, чтобы вот к лучшему изменить какие-то события неприятные. То есть мы реально можем менять судьбу, но нужно обязательно только вкладываться. То есть здесь просто так не бывает, как с обычными событиями. Нужно обязательно как бы вкладываться, нужно обязательно тратить усилия, энергию, перешагивать через свои какие-то установки, страхи и так далее. И вот эта карта как раз и говорит о том, что вам нужно обновиться, обновить свое направление жизненное, по-другому взглянуть на отношения, на работу, может быть, на свои убеждения, может быть, на то место, где вы живете, может быть, нужно куда-то вам поехать дальше. Также карта связана и с транспортом. Может быть, уже стоит обновить вам транспорт или научиться водить транспорт. Да? То есть здесь вот действительно могут быть очень большие перемены. Перемены в доме. Может быть, нужно менять место жительства, да, для того, чтобы вы лучше там зарабатывали. Либо нужно увеличивать круг близких людей, тех людей, кого вы допускаете вот в свои друзья, да, с которыми вы делитесь какими-то важными очень моментами своей жизни. Также вот эта карта связана с любыми новыми людьми и событиями. То есть нужно быть открытым новому, нужно знакомиться, нужно общаться. С интернетом карта тоже связана, с какими-то переменами. То есть, ну, в общем, то, что вы, возможно, начали в январе, вот есть возможность как бы созреть до первых шагов в марте. То есть, что вы задумали в январе, о чем вы мечтали, когда вот, допустим, закончился один год, мы обычно подводим итоги, да, и на Новый год пишем планы. Вот что-то из тех планов может начать реализовываться, если мы здесь будем действовать. Друзья, желаю прекрасного месяца, чтобы в душе была такая же весна, как и в календаре. Всего вам доброго, до новых встреч!